Озвучка статьи Кайрата Зарыбхана. Русь создали варяги-кыпчаки. Опубликованы на сайте «Красноярское время». 12 мая 2018 года. Кайрат Зарыбхан. Известный в Казахстане публицист, исследователь летописных традиций народов Средней Азии, Сибири и Кавказа. Автор книг «Чингис родился от Архара», «Племя волков», «Бури Найман», «Турткара», а также научно-популярных статей «Эргинехон», «Затерянный рай кыпчаков», «Адай-Кыпчакская ига на Руси». Некоторые историки России, такие как доктор исторических наук Игорь Данилевский, говорят о легендарности первого русского князя Рюрика. Легендарность Рюрика порождается отсутствием сведений о его происхождении. Несомненно, то, что тема его происхождения тесно связана с этимологиями слов «варяг» и «рус». Миф – это информация со скрытым смыслом. Миф бывает ложным, истинным и с забытым смыслом. И специалист по мифологии сможет различить эти мифы, пояснить причины появления ложного мифа, а также раскрыть забытые тайны мифа. Русские летописцы были в первую очередь сказителями и знатоками родословного древа народов. Как ваш покорный слуга. Известно, что половцев-кыпчаков русские летописцы обозначали в летописях как гуси-лебеди, туры, дети Сима. Русские летописцы от Бога могли знать об истинном происхождении Рюрика, коль призвали его на княжение, но в силу политических обстоятельств не могли в своих письменах отразить смыслы слов «варяг» и «рус». В казахской летописной традиции таких примеров сплошь и рядом, когда миф передается со скрытым смыслом, так как простолюдины не должны были знать об истинном происхождении той или иной августейшей личности. Например, чингизиды прекрасно знают истинное происхождение своего великого пращура, но держат это в тайне по его же завещанию, так как их предок не был представителем монархической династии. Теперь о варягах. Варяги – это те же половцы, которые веками тревожили славянский мир. Поэтому, видимо, летописцы вместо половцев-кипчаков занесли в летопись синоним этого этнонима – варяг. Рюрик был из варяжского племени рус. Разгадать тайну этих этнонимов я смог, именно как исследователь летописных традиций народов Средней Азии, Сибири и Кавказа, а также летописные традиции русских и китайцев. Варяг означает человека из Вары. Вара, в свою очередь, в мифоэпике древних кыпчаков, является мифическим пространством, далеким, недоступным, откуда произошли кыпчаки. Но также Вара материально существует и по сей день. Древнерусские слова «вар», «ворок», означающие загон для скота, и слово «забор», то есть, в смысле «заварой», свидетельствуют, что в старину русичи знали о кыпчакской Варе. В Арийской Авесте говорится, что в Варе жили только праведные люди. Поскольку тема наша о кыпчакском происхождении Рюрика, вам нужно уяснить в первую очередь, кто такие древние кыпчаки. Только после того, как вы уясните для себя все о кыпчаках, вы поймете, что Рюрик действительно был кыпчаком. В первую очередь скажем, что кыпчаки, даже во времена Чингис-хана, были еще с европеоидным типом лица, серо-зеленым цветом глаз, как у Чингис-хана. Известно, что название племени Чингис-хана, Барджигин, на киданском языке, означал серо-зеленоглазое. Археологические раскопки тахарских захоронений свидетельствуют о том, что серо-зеленый цвет глаз есть признак древних арийцев. Половцы от слова «полова», что означает солому. Так они были названы по волосам цвета соломы. Славяне же отличались от кыпчаков только голубым цветом глаз. Поэтому они по сей день называют друг друга «голубчик». Итак, варяг, как мы поняли, чисто русское слово, и означает человека из Вары. Как, например, человека моря мы называем моряком, человека из Перми – пермяком, босого человека – босиком. Рашид ад-Дин писал, что этноним Кыпчак означает пустое дерево, в дупле чего родился мальчик, и его якобы назвали Кыпчаком. Это ложный миф, придуманный идеологами Чингис-хана. О причинах появления этого ложного мифа мы писали в статье «Шингис-хан, Жане Кыпшактар».
то есть Чингис-хан и кипчаки. Из данных родословного древа кыпчаков мы сможем понять, что первоначальный вариант этнонима Кыпчак есть Кави-Сак, что означает Саков-Кави. Например, башкиры и азербайджане называют их кыпсаками. Известно, что древние саки были потомками арийцев, и поэтому у сегодняшних казахских кыпчаков гены являются индоевропейскими. R1A, R1B, как и у одной ветви Рюриковичей. Сак от персидского языка означает собаку. То есть саки есть народ собак. А арийцы, как известно, и есть этот народ собак, которые юридически закрепили собаку, как вторую святость после человека, в Авесте. Итак, слово «кыпчак» состоит из слов «кави» и «сак». Выдающийся советский ученый Сергей Клишторный приводит еще одно название кыпчаков, как «кыпчак-кавы». Понятно, что речь здесь идет о кыпчаках-кавийцах. Также в своем шижире, то есть в родословном древе, кыпчаки производятся от кабе-калыпа. Здесь кабе есть казахское произношение арийского слова кави, а калып есть форма, то есть сущность. Кави в ранней Авесте означает поэта-провидца, жреца и вещего, поскольку в древности племенами правили так называемые шаманы. Это те же кави. В поздней Авесте термин «кави» означает уже «царь». Стало быть, Кави-Сак означает царских скифов, о которых писал Геродот. Как известно, Геродот писал, что на этих скифов с неба спустились ярмо, плуг и секира, и поэтому их и стали называть царскими скифами. У многих казахских племен есть тамга, ярмо, признак царского происхождения. Покровителя Заратуштры, арийского царя, Кави-Виштаспу, иногда обозначают как Кайгуштаст, из чего становится ясно, что известный этноним Кай, Каи, является фонетическим вариантом титула Кави, то есть царя. Вот отсюда и наше название Кай-Сак. Например, ученые историко-исследовательского центра Алаш в книге «Найман» приводят исторический источник, где русские чиновники статистического управления по Зайсанскому округу со слов казахских сказителей записали сведения о происхождении казахов, в том числе и найманов, от прародителя Кая. Кай-Алаш, казах-найман, то есть Кыпчак, Кависак, Кайсак, казах, есть разные названия одного и того же народа, потомков царских скифов. Букву «З» в этнониме Кайсак могли внести арабы, так как они букву «С» произносят как «З». То есть слово «Кайсак» превратилось в «Кайзак», и со временем в «Хузаак» на арабском. Вот отсюда и казах. Ведь неспроста русский исследователь Левшин писал, что о казахах было известно еще до Рождества Христова. И в протоказахской мифологии говорится, что казахами нас назвали арабы. Кыпчаки, поскольку являются потомками царских скифов, еще с незапамятных времен имели свою монархическую династию. Династию кыпчакских ханов или же каганов. Кыпчаки до нашей эры образовали государство Кангюй, Ючежи-Кушанское царство. Осман тоже был из Каи кыпчаков, и поэтому его династия признана была монархической, тогда как династию Чингис-хана не признали таковой, поскольку он не принадлежал к царской династии Каи кыпчаков. Также следует отметить, что канглы и кыпчаки есть один и тот же народ. Например, в русской летописи есть термин «половцы» о Рюплюеве. Из Агузнаме мы узнаем, что телегу изобрели канглинцы. Так вот, половцы о Рюплюеве на кыпчакском языке звучит «арбалы кыпчак», что означает кыпчаков-тележников, то есть изобретателей телеги канглинцев. И я полагаю, что до кыпчаков этот народ назывался Канглы, от имени крепости Кангха. Это крепость кочевых арийцев, которых мы называем туранцами. О тождестве названия казахского племени Канглы с крепостью Кангха из Авесты говорил маститый советский ученый Сергей Клишторный. В основе изучения древнетюркских, китайских, арабских, персидских источников. То есть канглами, они были названы по местам кочевок, в районе крепости Кангха. Арийскую крепость Кангха в Авесте еще и называют как Кангха-Вара, потому что эта крепость еще в древние времена
называлась домом Вара, что построил авестийский царь Ием, чтобы спастись от потопа. И поэтому Бируни говорил, что Кангху построил авестийский герой Ием. Стало быть, правильным названием этой крепости было Вара-Кангха по последовательности, и вот отсюда название долины – Фаргана, то есть Ферганской долины крепости с единственными воротами, и посередине чего течет река Сырдария. Это как раз та вода, которую, согласно Авесте, провел в дом Вара царь Ием. Сырдарию в старину называли Кангхой или Канкой, потому что она текла и течет через эту крепость. Согласно легенде, царь Ием взял в дом Вару, каждой твари по паре. Ферганская долина с единственными воротами со стороны Марзашуля, что в переводе «пустыня царей», и есть дом Вара. В последующем крепость Кангха и легендарный, в тюркскую эпоху, Эргене-хон. Здесь Эргене есть фонетический вариант названия Вара-Кангха. Хон от кыпчакского слова «каныс», что означает «стойбище». Стало быть, Эргене-хон есть стойбище Вара-Кангха. Вот поэтому советский синолог Мункуев говорил, что племя Шато пришло в Северный Китай, то есть в нынешние земли Монголии, со стороны Ферганской долины. А монголы Чингис-хана были как раз-таки особым родом Шато, о чем писал Джао Хун в Миндабе-Илу в полном сказании о монголо-татарах. Известно, что он был в монгольской ставке Мухали в Китае и получал сведения из первых уст. Имя Кияна из легенды Эргене-хон есть фонетический вариант персидского слова «кииниан», что означает представителей арийской царской династии Кай. И поэтому в тюркской версии легенды об Эргене-хоне говорится, что туда ушел Каян, взяв каждой твари по паре. В свою очередь, название племени Чингис-хана, Кият, является фонетическим вариантом слова Кай-ут, что означает династию Кай. Здесь слово «ут» на кыпчакском означает очаг, семья, династия. Как вы поняли, варяги, есть люди из этой крепости Вара. Добавим еще туда тот факт, что в исторических документах о варягах говорится относительно Константинополя и Византии, то есть относительно Азии, хоть и малой, а не севера Европы, и Скандинавии, Швеции, Дании. Также в летописи говорится, что бояре Рюрика, Аскольд и Дир решили вернуться в Константинополь. Стало быть, они пришли к славянам с другой стороны, по отношению к северу Европы. Кыпчаки являются потомками туров, кочевых арийцев. Туран означает «народ быков», так как тур есть «дикий бык». В родословном древе кыпчаки-казахи производят себя от муизды, что означает «двурогого быка». Кыпчаки, образовавшие Найманское государство, производят себя от укреша, что с персидского языка означает тоже быка. Укар. Главная таймга найманов означает рога быка. Вторая же таймга означает ермо быка. Ермо быка является таймгой всех царей киенидов. Стало быть, знак ермо быка есть признак царского происхождения. И поэтому в протоказахской мифологии найманов называют Туре-Найман, что означает царь Найман. Теперь скажем о рогах быка. Боевой клич древних кыпчаков Касай означает «две луны». Также Касай является еще одним древним названием кыпчаков. Греки называли их косеями. Именно относительно боевого клича кыпчаков Касай. В русской мифологии появился отрицательный персонаж Кощей, которого называли лунным. Здесь имеются в виду два рога быка, похожих на два полумесяца. Клич поздних кипчаков Айбас означает «луноголовый». Как вы поняли, рога быка означают только кыпчаков, по крайней мере древних днепровских, дунайских и донских кыпчаков. Известно, что символ ислама, полумесяц, на самом деле является родовым знаком Каи-Кыпчака Османа и к исламу не имеет никакого отношения. Из египетских барельефов мы видим быка, на голове чего изображен полумесяц, в виде его рогов. То есть, два острых конца полумесяца выглядят как два рога. Это и есть Касай, название еще и исламского символа. Казахи называют тур словом дур и применяют это слово относительно человека сильного и непреклонного,
упрямого как бык. Например, русское слово «богатырь» от кыпчакского «бахадур», что означает «бык-тур». Здесь бык – баха, бука. От арийского имени Вахумана, первого пастуха этих туров. Имя Рюрика от славянского названия кыпчаков. Рарок. Здесь Ра, как известно, есть солнце, а Рог означает быка. Тотема кыпчаков. Рарогом называется знак Рюрика. Пикирующий сокол. Силуэт пикирующего сокола как раз означает солнце между рогов быка. То есть, на рисунке сложенные назад крылья сокола при пикировании означают рогов быка, а хвост между крыльями – солнце. Из египетских барельефов вы можете увидеть множество египетских священных быков с солнцем между рог, а на спине – сокола. То есть, сокол сам тоже является символом солнца. И поэтому сами русские называют этот сокол огненным. Также в египетских барельефах мы видим солнцеголового сокола. Также на серебряной монете Рюриковича Ярослава Мудрого мы видим, что на среднем зубце трезубца насажено солнце. Такой же рисунок мы видим на тамгалинских камнях Южного Казахстана бронзового века. Здесь, рядом с насаженным на средний зубец солнцем-трезубцем, нарисован архар, кыпчакский символ солнца. Из чего мы сможем понять, что данный трезубец означает бога солнца. Этот трезубец тоже говорит о солнце между рогов быка. Эти петроглифы расположены близ Ферганской долины, на родине Канглы-Кыпчаков на казахской земле. Как мы уже говорили, из египетских барельефов мы видим еще, что рога быка символизируют также полумесяц. Солнце между рогов быка говорит о связи Солнца и Луны. В доказательство этому мы приведем цитату из Авесты: «Да помолимся связи, из всех наилучшей, меж Солнцем и Луною». Также в Египте, Сирии, Турции очень много древних рисунков, где Солнце изображено над полумесяцем, то есть над рогами быка. Также на некоторых церквях России мы видим полумесяц под крестом. А крест, как известно, есть ингрианский символ Солнца. Стало быть, даже на церквях мы видим кыпчакский знак. На казахстанском флаге солнце нарисовано над беркутом, распростертые крылья кого нарочно нарисованы в виде полумесяца и рогов быка. Такую же картину мы видим даже на американском долларе. Там звезда Давида нарисована в виде солнца. Там крылья грифа распростерты и напоминают тоже рога быка. Это сакральный знак арийцев. А трезубец также является знаком всех царей арийской династии Кай. Также трезубец является тамгой кыпчаков и джилаиров. Поэтому в русской мифологии от этого половецкого знака появился еще один отрицательный герой – трехголовый змей Горыныч. Имя Горыныч, как вы поняли, тоже означает выходца из горной крепости Вара. Итак, трезубец означает солнце на рогах быка, и поэтому знак Рюрика, и имя его есть Рарок, кыпчакский бог солнца и луны. Ко времени Рюрика кыпчаки уже побывали в Египте. Например, как утверждают ученые-лингвисты, на языке древних шумеров около 400 слов были схожи с кыпчакскими. Отца шумеры звали Ада, как и кыпчаки. Кстати, русское слово «отец» тоже от кыпчакского «ада». Пребывает в созвучии с казахским «ата» – родоначальник. Нет сомнения в том, что египетское и кыпчакско-туранское богопоклонство имеют одни и те же корни. Пирамида тоже имеет отношение к быку. Так как на лбах египетских быков из барельефов мы видим белый треугольник, что означает «сына священной, небесной коровы». Знак треугольник является символом женского начала, а форма Ферганской долины представляет собой правильный треугольник. То есть Ием построил дом Вару в виде женского начала. Здесь есть намек на то, что он хотел спастись от потопа в утробе Матери Земли. Вот отсюда у кыпчаков-казахов понятие «Матери Земли». И мы по сей день носим на шее кожаные треугольники в виде амулетов, как символы утробы Матери Земли. Этот амулет мы называем Тумар. У алтайцев есть героический эпос Мадай-Кара, где говорится о местности Дьер-Дюмар, куда можно было попасть, пройдя между двух надвигающихся
и раздвигающихся зловещих скал. Дьер-Дюмар есть искаженное название кыпчакского Жер-Тумар, что означает «земля Тумар». Понятно, что здесь речь идет о треугольной Кангха-Варе, Эргене-Хоне, Ферганской долине, единственные ворота чего, согласно легенде, были завалены скалой, чтобы враг не смог пройти. Русское слово «дом» от древнекыпчакского «тум» или «там» – глинобитное здание. В Авесте говорится, что Бог повелел Иему построить дом Вару из глины. Из вышесказанного становится ясно, что кыпчакское слово «тумар» есть фонетический вариант слова «дом Вара». Тум – это дом, ар – Вара. Теперь скажем о пикировании сокола. Пикирующий сокол Рюрика не означает сокола, несущегося к добыче. В авестийско-арийско-кыпчакском понимании пикирующий сокол означает авестийскую птицу небес, спускающуюся в дом Вара для донесения Слова Божьего. Скорость этой небесной птицы приравнивался арийцами молнии. Сокол – слово кыпчакское. Сок-ол с кыпчакского языка означает «пни и возьми». То есть, здесь говорится о птице, берущую свою жертву смертельным пинком в воздухе. Так, где вы видите в соколе Рюрика, в главном его знаке, шведов, или скандинавов, или викингов. Кстати, о шведах. В историческом документе «Сенбертенские анналы» IX века говорится, что вместе с послом из Константинополя к франкам пришли русы, или же росы. Король Людовик также узнал, что эти росы есть свеи. Французы называли их свионами. Свион на славянском языке будет звучать как свеи, поэтому Назаренко правильно перевел текст с французского языка, назвав свионов свеями. И эти свеи, росы из анналов сказали, что их короля называют Каганом. Известно, что есть исторические документы, свидетельствующие о том, что именно в IX веке, во времена призвания варягов, русских правителей величали каганами. Несмотря на это, русские исследователи считают свеев шведами. Какой каган у шведов? Это кыпчакский титул хан, каган. Так тоже эти свеи. В родословном древе пророка Ноя. Свей, на кыпчакском языке Сыбай, указан как прадед половцев-кыпчаков. То есть от Сыбая – Алаш, от Алаша – Сиилхан, от него – половцы-кыпчаки. Мифический отец половцев-кыпчаков в родословном древе, Сиилхан, указывает на их ханское, то есть монархическое происхождение. Слово «сиил» в имени Сиилхан в переводе на русский язык означает буквально «разгуляй поле». Стало быть, Сиилхан в родословном древе кыпчаков является символическим именем, указывающим на царское происхождение кочевых кыпчаков. Сыбай, свей, означает «отделившиеся», сами по себе. Так они были, видимо, названы, когда заперлись в Аваракангхе. Вышли они из этого треугольника через 450-470 лет. Вот что мы читаем из русской летописи «Повести временных лет» Иркоша, и поищем сами в себе князя, иже бы владел нами, по ряду, по праву. И доша за море к варягам у Руси, ситца бо, звать, те варяга Русь, мосё друзии, зовутся свея, друи же, урмане, англяне, инии, готе, так и си. Про свеев здесь мы уже сказали. Теперь скажем о Руси, урманах и готах с англянами из этой летописи. Этноним рос от кипчакского слова «орыс», что означает «арчане», то есть людей из Ора. Слова «орм», «арм», «ур», «урум» являются фонетическими вариантами названия «вары». Об этом убедительно сказано в книге ученого-географа Серикбола Кандыбаева «Протоказахская мифология». В доказательство того, что «орыс» означает «человека из Вары», приведем пример из казахского Шежире. В родословном древе аргынов, прапращура, великого казахского философа и поэта Абая, сказано «Табыкты орыс». В связи с этим невежественные казахи пустили слух, будто бы мать Табыкты нагуляла его от русского Ивана. Но из сведения Рашид ад-Дина мы видим, что старинным названием этого подрода было Табыкты-Кият. А Кият, как известно, именно то племя,
которое пришло на север, из Аргинехона, то есть из стойбища Вара-Кангхи. Стало быть, Орыс-Табыкты и Кият-Табыкты означает выходцев из Вары. Таким образом, следует понимать, что это кыпчакское слово, означающее кыпчаков Орыс, превратилось у славянов в Рус. И от них и пошла русская земля. Кыпчак Жусуп Баласагуни говорил: земной шар – это счастье Кыпчака. Кыпчаки, вышедшие из Вара-Кангхи Аргинехона, разбрелись по всему белу свету. И там на севере часть кыпчаков, если одну реку назвали Аргуни, в память об Аргинехоне, то Рюриковичи на севере Европы назвали столицу Росов Арконой, тоже, видимо, в память о своей далекой родине. Понятно, что слова Аргуни, Аркона являются фонетическими вариантами слова Вара-Кангха. Даже слово «арка», означающее «проход», является фонетическим вариантом названия этой крепости, куда можно было бы попасть через узкий проход. Название мифического корабля «Арка» тоже называется относительно потопа, так же, как и Вара-Кангха. Гора спасения. Также кыпчаки у Ладоги построили крепость в форме кыпчакского треугольника. В Ипатьевской летописи относительно потомков Иофета говорится: Афетово же колено и то. Варязи, Свеи, Урмане, Готе, Русь. При слове Готе это готы, выходцы из Прикаспия. Приходит на ум слово Коти, что означает, как говорил Беруни, замок или крепость, то есть Ямаготи, о чем говорили индийские географы и Беруни. Есть крепость Йема, что и есть дом Вара. Стало быть, готы тоже есть выходцы из Вары. Здесь все названные народы являются выходцами из Ферганской долины, и они были названы летописцами во главе остальных народов славянов. Казахский ученый-академик Алкей Маргулан писал, что в Аргинехоне запирались и народы из Каспийского моря. Они и есть готи из русской летописи. А арабский астролог Аль-Машар, по словам Беруни, отмечал крепость Кангдис, то есть Кангха, как нулевой меридиан еще в IX веке. Стало быть, он знал о местонахождении Вара-Кангхи. Как вы поняли, урмане из летописей тоже означают выходцев из Вары. Ур – Вара. Ман – человек. Например, кыпчаков в Европе называли куманами, что означает лебедь-человек. Вот и поэтому русские летописи половцев обозначали как гуси-лебеди. Именно от слова «куман» возникло русское «кум» – кумоваться. Кумоваться означает быть в брачных, а то и в интимных связях с половцами. Отсюда также можно понять смысл русского слова «мужу наставила рога». Вот поэтому и Чингизид, этнограф, офицер Российской империи, Чакан Валиханов писал, что с русскими мы связаны кровным родством. Также следует сказать, что этимология русского титула «князь» тоже имеет кыпчакское происхождение. У казахов редко, но встречается древнекыпчакское имя – Кунияс. Здесь ку – лебедь, то есть кыпчак. Нияс есть челобитие, преклонение. Стало быть, Кунияс – князь, означает преклонение перед кыпчаком. Пророк Авраам, мир ему, которого многие исследователи не считают евреем, тоже был урманом, из мифической местности, Ур, что значит Вара. Также его отца называют как Фара. А вот слово «фара» с египетского означает «великий дом». Как вы видите, корень слова «фараон» тоже может быть фонетическим вариантом слова «вара». «Великий дом». Как мы уже говорили, египетские пирамиды тоже имеют прямое отношение к священным быкам и кыпчакскому треугольнику. Теперь скажем о причинах призвания варягов. Из летописи мы видим, что славяне сказали варягам: «Придите к нам на княжение, владейте нами, земля у нас обильна, но наряда у нас нету». Русские историки слово «наряд» из летописи поясняют как порядок. Это неправильное трактование. Наряд на кыпчакском означает сан-салтанат, то есть церемониал, протокол, порядок избрания правителя. В данном случае наряд означает монарха. А такого у славян тогда не было. В старину считалось, что если на трон сядет помазанный Богом на царство, то трон будет защищен своим духом-покровителем.
Тогда и народ под этим помазанным на царство будет в благополучии. Из архонских надписей мы узнаем о том, что первый тюркский каганат пал по причине отсутствия покровителя трона, поскольку, как пояснял кыпчакский правитель Танюкук, они нашли правителя среди своих. Поэтому славяне, знающие о таких обстоятельствах, не могли найти среди своих подходящего и посадить его на трон. Им нужен был представитель царской династии с покровителем трона. Считалось, что цари династии Кай спустились на землю с горы Албурз, что в Иране, в Арийском просторе. Пик Албурза – это снежная вершина, на самом верху чего есть каменный утес. Считается, что вот на этот каменный утес и спустился с неба родоначальник династии Кай. Кыпчаки снежную вершину называют Шин, а этот утес Кус. Вот отсюда и прозвище Темуджина. Чингис. По-казахски Шингис, Шинкус. То есть Шинкус указывает на его, как бы царское происхождение. Китайцы называли его Тянцы, что означает «пожалованный небом», и это имя соответствует арийской легенде о спустившемся с неба царя для правления этим народом. Кыпчакский обычай поднимать ханов именно на белой кошме тоже идет от арийцев. То есть белая кошма подразумевает белый снег на вершине Албурза. И поэтому первый хан казахов, Кирей, сказал своему народу: «Вы меня подняли на белой, как снег кошме, своим ханом». У кыпчаков есть выражение «Аскар-Тау», что означает «снежную вершину горы». Здесь «ас» — предел вершины, «кар» — снег. Стало быть, Аскар есть кыпчакское название царской вершины Албурза. Германцы же Асгардом называли небесное жилище. Летописный Аскольд, сподвижник Рюрика, скорее всего и есть Аскар, символ Албурза. А его товарищ Дир есть кыпчакская Дур, то есть Тур. Я полагаю, что этим именам был придан скандинавский оттенок умышленно, чтобы запутать народ. Как вы поняли, в те далекие времена на трон приводили только помазанных на царство. Вот и поэтому в повести временных лет сказано: «Иже бы владел нами, по ряду, по праву». То есть здесь речь идет о человеке, который должен был иметь право на княжение. Разумеется, от Бога. Чингис-хан, поскольку он был самозваным принцем, вынужден был придумать легенду о рождении его династии Барджигинов от Святого Духа, который якобы спустился к его великой матери Алан из купола юрты. Его предок Кабул-Каган тоже был самозванцем, и поэтому древнекитайские источники о нем писали, что он является незаконным императором-родоначальником. То есть сообщают, что Кабул-Каган хотел создать свою фиктивную монархическую династию. Но этого ему не удалось, и он перед смертью завещал свой трон Тайчиуту Амбагаю, который был из пришлых к Барджигинам, кият кыпчаков. Тайчиут означает династию принцев Кай. Китайцы поясняют этот этноним как «принц по крови». В русской летописи варягов именуют находниками. В протокыпчакской мифологии находник обязательно становится ханом. То есть находник в мифологии кыпчаков означает найденыша, именно из царской династии. Например, в поэме «Манас» говорится о находнике Бакмуруне, которого Кокитай-хан перед смертью завещал поднять ханом вместо него. Если бы этот находник был безродным, Кокитай не завещал бы свой трон ему. Из сокровенного сказания мы узнаем, что предок Чингис-хана Кабул-Каган тоже перед смертью завещал свой трон не своим сыновьям, а Тайчиуту Амбагаю. А Тайчиуты, как мы уже сказали, были законными принцами, пусть и пришлыми к роду Барджигин, то есть находниками. Также следует отметить, что настоящий отец Баданжара, основателя династии Барджигинов, Чингис-хана, тоже на самом деле был находником. И поэтому его мать Алан говорила, что ее дети, рожденные якобы от Святого Духа, придет время, тоже станут ханами. Я в своих опубликованных статьях, книгах никогда вслух не говорю, из какой же монархической династии был находник-предок Чингис-хана. Пока еще мы просто говорим, что Чингис-хан есть потомок слуги кията Кыпчака Дубун-Баяна. Но я могу доказать, что этот слуга был потомком царей, основавших когда-то не просто государство, а одну из первых цивилизаций в мире.
Я это могу доказать, так же, как здесь доказываю кыпчакское происхождение Рюрика. Ведь не зря Рашид ад-Дин писал, что происхождение монголов совершенно неизвестно. А неизвестно, потому что к этому времени были забыты цари Месопотамии. Вот именно из-за этой неизвестности Чингис-хан и придумал небесное происхождение его предка Баданджара, чтобы внушить народу и Китаю о своем законном праве на трон. Что касается гостомысла из Иоакимовской летописи, якобы деда Рюрика, то украинский историк Алексей Толочко, по словам Игоря Данилевского, тщательно изучив архив Татищева, доказал, что эта летопись есть фикция. Задорнов, как сатирик, подошел к своему фильму с сарказмом и сказал, что русские забыли о происхождении своих князей. Это надо же так напиться, чтобы утром проснуться и не вспомнить, откуда же они привели этих варягов на княжение. А варяги эти, не будь дураками, не сознались, что они те самые половцы, которые все время на них нападали, брали их людей в полон и продавали в рабство на рынках Византии. Но если серьезно, если вы посмотрите на Иоакимовскую летопись с точки зрения половецкой теории, то вы сразу обратите внимание на тот факт, что именно варяги терроризировали Русь. И нам всем прекрасно известно, что этими иноземцами и инородцами были только половцы и печенеги. Есть такое понятие, как летописный способ передачи информации устной народной историей. Известно, что все летописи и шежире народов основаны на устном сказе. Поэтому русские летописи также называются и сказами. Я полагаю, что Рюриковичи сами запутали свое происхождение. Но сказители и летописцы при всем том, что им велят написать неправду, от боязни Бога, чтобы не брать грех на душу, именно для Бога, понятно, оставляют в своих письменах скрытые смыслы об истинном положении вещей. Об этом я писал при изучении тайной истории монголов. Даже Рашид ад-Дин под угрозой смертной казни оставлял для сведущих людей скрытые смыслы в сборнике летописей Иагус-Наме. Например, поскольку сборник летописей составлял под пристальным вниманием Газан-хана, он писал: «Есть еще много сведений о монголах, о которых знает Газан-хан, и которые не вошли в этот сборник». А в Агус-Наме он поясняет истинное значение слова «мавал», то есть «монгол». Вот от этого рашиденовского значения слова «мавал» я и разгадал тайну происхождения рода Чингис-хана. И никто не сможет опровергнуть того, что я сказал, потому что я обосновал информацию Рашид ад-Дина данными родословного древа, тамгами, прототюркской мифологией, рисунками на камнях и данными генетических исследований. Теперь несколько слов о позиции доктора Данилевского о легендарности Рюрика. При этом Данилевский заявляет, что Рюрик мог быть кем угодно, но не славяном. Также он говорит, что все Рюриковичи наполовину были половцами, то есть кыпчаками. Как говорится, и на этом спасибо. Для примера возьмем казахскую легенду Алпамыс-Батыр. Алпамыс, после того, как Кейкуат вытащил его из ямы, посадил на иранский трон этого Кейкуата. Эта часть легенды говорит о том, что оседлые арийцы и их враги-туранцы наконец-то помирились, и туранцы помогли исторической личности царю Кайкувату сесть на иранский трон. Слова Алпамыса в эпосе «Каракан Тауда Камалым» означают «на горе Каракангха моя крепость». Это как раз-таки та яма, в котором находился Алпамыс до вызволения его оттуда Кейкуатом. То есть Ямаготи, Варакангха, Эргинехон. Как вы видите, сколько кроется скрытых смыслов в нашем эпосе. Сказка ложь, но в ней намек, говорил Александр Пушкин. Такие намеки имеются и в русских летописях. Например, другой исследователь варяжского вопроса Вышегородцев неоднократное обращение послов к Рюрику с мольбой на княжение связывает с именем дочери Гостомысла, Умилой, якобы матери Рюрика. Мол, имя Умила от слова «умолять». Мне же видится, что имя Умилы связано с именем кыпчакской мифоматери Умай. На архонских камнях мы видим рисунок матери Умай с короной в виде правильного треугольника, как символа Варакангхи, и священной матери коровы, то есть мифической матери кыпчаков. На серебрах Рюриковичей
мы видим два таких треугольника. Именно из-за символа женского начала имя царя Иема, построившего крепость Вару, превратилось в имя матери Умай. Например, у казахского племени Адай есть подрод и именей, что означает «мать Ием». Это одно из названий символа женского начала. А вот об умолении, или же о неоднократном челобитии, нам говорит имя брата Рюрика Синеус. Синеус может быть от кипчакского имени Санияс, что означает многократное челобитие. Сан – много раз. Нияс – челобитие. А имя второго брата Рюрика Трувор напоминает нам кыпчакское имя Турар, буквальный перевод чего означает «возможно он станет», то есть в данном случае во главе народа. Стало быть, эти имена говорят о том, что они при неоднократном челобитии надеялись на согласие варягов, то есть возлагали надежды. А вот имя Гостомысл, видимо, от русского слова «гость» и кыпчакского «масыл», что означает человека, сидящего на чьей-то шее. То есть здесь кроется смысл – призвали в гости, чтобы посадить на шею. В нашем случае на трон. Также в русском языке есть слово «масол», что означает бедренную кость. А по кыпчакским обычаям бедренная кость животного подается только очень высокому гостю. Тогда гостомысл, то есть гость-масол, может означать еще и очень высокого, благородного гостя. Казахи такого гостя называют жамбас-канак, что означает гостя, кому положено подавать бедренную кость, как самому дорогому и уважаемому гостю. Полагаю, что имя гостомысла есть прямой перевод этого кыпчакского слова «жамбас-канак», означающего «туре», то есть представителя монархической династии. Можно полагать, что эти имена – Гостомысл, Аскольд, Рарок, Рюрик, Дир, Умела, Синеус, Трувор в летописях являются символическими фигурами в сказаниях, указывающие на кыпчакское происхождение русских князей, сказанные в сказах согласно летописному способу передачи информации устной историей. Прав был Мурат Аджи, когда говорил, что русский язык без кыпчакских элементов просто невозможен. И, наконец, последнее. Кыпчаки делились на солнцепоклонников и лунопоклонников. Монархическая династия кыпчаков была у лунопоклонников. Солнцепоклонники только по материнской линии относились к монархической династии. Например, мать самозванца Чингис-хана была из племени Ханкерат. Ханкерат от киданского слова Кангха – арат, что означает «народ из крепости Кангха». По отцу он был из солнцепоклонников, и поэтому боевым кличем чингизидов является Архар, символ солнца. Например, в тайной истории монголов тесть Чингис-хана Дайсичен говорит отцу Чингис-хана о своем сне, когда он видел сокола, держащего в когтях солнце и луну. Здесь вещий сон говорит о будущем союзе, именно кыпчакских солнцепоклонников и лунопоклонников. Я полагаю, что главными инициаторами нормандской теории были сами Рюриковичи, стремившиеся к созданию своей фиктивной монархической династии так же, как и Чингис-хан. Если бы они были действительно из августейших, то они вряд ли это скрывали от народа. Вот поэтому и сами Рюриковичи по своему замыслу могли придать своим кыпчакским именам скандинавские оттенки. Как же простой, темный народ мог этого понять, тогда как по сей день даже русские академики семи пядей во лбу, включая Ломоносова, безнадежно ломают над этим голову. Они даже придумали теорию русского каганата. Если русский каганат и существовал до призвания варягов, то это был не их каганат, а наш кыпчакский. Например, новые русские, создатели документального фильма «Русский каганат», показывают кирпич времен пресловутого русского каганата, на чем мы видим кыпчакский знак треугольник. Относительно кыпчакского происхождения варягов и Рюрика можно было написать целый монографический труд в основе древнерусских, персидских, китайских, арабских источников. Например, русские исследователи из сказания о Мамаевом побоище давно уже поняли, что варягами на Руси называли половцев. Но развивать эту тему не стали. Заявили, что варяги в XIII веке превратились в немцев. Немец от прославянского слова «немс», что означает «чужестранца». А наемник, как известно, был всегда из чужестранцев.
Полагаю, что первоначальным вариантом этнонима немец было славянское наймец. А чужестранцы-варяги часто были наймецами. А этноним герман мог быть изначально от кыпчакского слова кырман, что означает человека из степей, то есть половца. Прав был исследователь монгольского вопроса Александр Белинский, когда говорил, что русские просто не хотят признавать о завоевании их когда-то предками казахов. Русские ученые прошлых столетий хорошо знали нашу казахскую историю и поэтому назвали нас кайсаками, то есть саками царской династии Кай. Они даже знали о том, что пятый потомок кыпчакского Касая. Две луны. Исламский пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, из племени Бану Калб, что означает народ собак, тоже был кыпчаком. И поэтому нас, казахов, они еще и называли калбитами, то есть народом собак, от названия племени нашего пророка. И при всем при этом они не знают о происхождении своих царей. Весьма подозрительно, когда Иваны, не помнящие своего родства, почему-то хорошо помнят нашу родословную. Я не думаю, что русские ученые-мужи настолько бестолковы, чтобы нести чушь о происхождении Рюрика. Бестолковым был сатирик Михаил Задорнов, снявший на народные деньги фильм «Рюрик. Потерянная быль». Ну просто анекдот какой-то. Они, оказывается, еще и потеряли эту быль. Ну а если серьезно, то следует понимать, что шовинистический дух не позволяет русским ученым произносить вслух, что своей государственностью и народностью они обязаны нам, кыпчакам. Даже название их народа наше, кыпчакское,